Всем привет, друзья! Баршхан Салем. Давайте начнем говорить о причастиях. Это видео будет разделено на несколько частей, и в этом видео поговорим о причастиях, которые выражают два действия, которые следуют друг за другом. Очень часто многие новички допускают такую ошибку. В примерах, например, написав письмо, он пошел домой, и говорят «Ол хат жазды, және иге кетті». То есть обе части предложения переводят прошедшим временем. Так можно говорить, но это звучит несколько коряво. Лучше использовать причастие, а именно окончание «эп» или «п». В частности, написав письмо, он пошел домой. Хат жазып иге кетті. Видите, действие, которое произошло раньше, мы к основе добавляем «эп» или «п». Жаз – основа, а твердое, значит, добавляем окончание «эп». Хат жазып, написав письмо, ол иге кетті. Он пошел домой. Либо поговорив с Кайратом, он закрыл дверь. Кайратпен сөйлесіп, есікті жапты. То есть, поговорив с Кайратом, он закрыл дверь. Ну, еще один пример. Увидев меня, она очень обрадовалась. Мені көріп, қатты қуанды. Такое основа глагола, мягкое, значит, я добавил «эп». Еще раз. Когда мы имеем два действия, где одно следует за другим, к тому действию, которое произошло раньше, к основе, мы добавляем окончание «эп» или «п». А действие, которое произошло позже, мы используем в обычном прошедшем времени. Например, послушав Ерлана, я выучил казахский. Ерланды тыңдап, қазақша үйрендім. Надеюсь, было интересно. Не забываем донатить канал, чтобы видео было больше. И, самое главное, бережем себя. Көріскенше, сау болыңыз.